В объективе программы Central Asian Report тренды геополитики, точки консолидации, панорама современных реалий Центральной Азии. Политика, экономика и культура, события, тенденции, люди – все это на одной территории. Здравствуйте, это программа «Центральная Азия». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Свободная экономическая зона в Таджикистане. Большие перспективы на ровном месте. Оңай в южной столице Казахстана. Любишь кататься – люби и карточку возить. Спелись. Азербайджанский режиссер, итальянский дирижер и оперные солисты из Центральной Азии. А прямо сейчас центральноазиатские новости. Власти Узбекистана планируют к 2020 году сократить производство хлопка-сырца на 350 тысяч тонн и выйти на конечную производительность в 3 миллиона тонн. По расчетам специалистов, этого должно хватить и для нужд местной легкой промышленности, и для стабильного экспорта. Сокращать производство планируется за счет уменьшения посевных площадей, в основном в труднодоступных горных районах и на засоленных землях. Вместо хлопка там планируют выращивать овощную продукцию и разбить виноградники. Казахстан ведет переговоры о снятии существующих запретов и ограничений на экспорт в Китай продукции животноводства, в частности говядины и баранины. Страны уже достигли договоренности о совместном инспектировании казахстанских предприятий по производству мяса и мясопродуктов. Ожидается, что по его итогам в течение года все запреты будут сняты. Отмечу, что в 2015 году производство мяса и субпродуктов в Казахстане составило около 219 тысяч тонн. Импортером этой продукции выступала преимущественно Российская Федерация. Промышленный оазис среди сельхозугодий. Такой в перспективе должна стать свободная экономическая зона Донгара в Таджикистане. Но пока за 7 лет с момента создания на планируемую мощность СЭС так и не вышла. Впрочем, 2015 год стал для Донгары переломным. Туда пришли крупные иностранные инвесторы. Наш собственный корреспондент в Таджикистане отправился в СЭС, чтобы понять, это уже индустриальный оазис или пока еще мираж. Хатлонская область, 90 километров к югу от столицы Таджикистана. Это свободная экономическая зона Донгара. На территории в 520 гектаров возводят новые цеха и заводы. Здесь уже зарегистрировано 26 субъектов, 8 отечественных и 18 с привлечением зарубежных инвестиций. Здесь завершается строительство предприятия по выпуску крупных металлоконструкций. После запуска завода стоимость металлоконструкций снизится на 30–40%, и в республике появится возможность строить высотные здания от 30 до 50 этажей. Мы планируем обеспечить рабочими местами до 800 человек. Общая стоимость инвестиций составляет $20 миллионов. Объем возимого сырья, а это стальные листы, составит 100–120 тысяч тонн. А объем производимой продукции составит 1 300 000 квадратных метров. Предприятия на территории этой свободной экономической зоны освобождены от всех видов налогов, за исключением социального и налога на доходы физических лиц. Зарубежные инвесторы уже проявляют к Донгаре серьезный интерес. Совместно с Китаем начато строительство крупного нефтеперерабатывающего завода с производственной мощностью 1 200 000 тонн сырой нефти в год. На территории свободной экономической зоны полным ходом идет строительство завода по производству и переработке нефти. Сумма инвестиций от китайских партнеров составляет около $500 миллионов. Также строится завод по выпуску цемента. Его годовая мощность составит 1,5 миллиона тонн, а сумма инвестиций составляет $150 миллионов. Также в этом году мы планируем начать строительство заводов по производству стекла, строительного кафеля и по ремонту большегрузных автомобилей. В целом объем инвестиций в свободную экономическую зону Донгара в прошлом году превысил $10 миллионов. Это в 2 раза больше, чем в 2014 году. Партнерами выступают не только китайцы, но и иранцы, а также россияне.
Любишь кататься, люби и карточку возить. В общественном транспорте Алматы введена система безналичной оплаты проезда. У населения это нововведение вызвало неоднозначную реакцию, но альтернативы нет. Наш корреспондент нашел на дорогах города попутчиков из разных категорий пассажиров и на их личном опыте определил все достоинства и недостатки новой системы. Новую безналичную систему оплаты проезда в общественном транспорте назвали «Онай», что означает «легко». Ее цена 400 тенге, включая стоимость одной поездки. Пополнять баланс на карте можно через электронные терминалы оплаты. Для школьников, студентов и пенсионеров предусмотрены именные карты. Они получают их бесплатно в учреждениях, за которыми закреплены. Проезд в любом виде транспорта, включая метро, для этих льготных категорий пассажиров стоит на 50% дешевле. Есть период, когда я активно пользуюсь автобусом, метро, троллейбусом, а есть период, когда не очень, допустим, в период каникул. И деньги на карточке сохраняются, то есть она как бы бесконечная, эта карточка. То есть один месяц я могу там 3 поездки сделать, другой месяц 50. И в любом случае все они мне будут стоить 40 тенге. Тем не менее, есть и те, кто от введения Онай явно в убытке. После упразднения кондукторов на маршрутах частных автоперевозчиков стало сложнее отследить зайцев. Поэтому автопарки жалуются на финансовые потери. Наши доходы сейчас, еще где-то процентов 60 где-то у нас сейчас доходов, 40% еще находится у пассажиров наших. Кроме того, прежде львиная доля доходов автопарков оставалась в тени. Теперь, когда система стала прозрачной, утаить прибыль не получится. Водители автобусов не сразу смирились с новыми условиями и даже отказывались работать. Не оценили нововведение и пассажиры, которым приходится добираться до пункта назначения с пересадками. Для них цена поездки выросла. Но решение этой проблемы отчасти найдено. С марта обещают вернуть проездные для школьников, студентов и пенсионеров. Возвращение проездных – это вопрос времени. А пока у пассажиров альтернативы Онай нет. И даже гости города не смогут воспользоваться автобусом или троллейбусом без единой транспортной карты. У нас во Франции, если вам нужно проехать один раз, можно купить билет на автобус. Но мне кажется, что это легче – получить такую карточку, чтобы пользоваться транспортом и пополнять ее. Франсуа в Алматы ненадолго. Мечтает съездить на Чембулах и покататься на лыжах. Таким пассажирам после использования карту можно вернуть и получить обратно потраченные на нее деньги. По нашей просьбе Франсуа попытался это сделать, чтобы проверить, как работает система возврата Онай. Автоответчик сказал по-английски, что если я хочу получить информацию на английском, я должен нажать цифру 3. И я нажал цифру 3. Только там снова заговорили по-русски. Поэтому, пожалуй, придется оставить эту карточку у себя. Итак, вернуть карту оказалось не так просто, как купить. По крайней мере, из-за трудностей перевода. Но по словам представителя транспортного холдинга Алматы, они учитывают потребности гостей города, и в ближайшее время языковой барьер между пассажирами и операторами будет преодолен. Сейчас мы набираем операторов, которые могут общаться и на английском языке. Почему? Потому что универсиада у нас будет, событие. Алматы становится крупным туристическим хабом. Представитель транспортного холдинга объяснил, электронная система оплаты проезда – это необходимость в первую очередь для компаний-перевозчиков. Она поможет вывести теневые финансовые средства и направить их в общую казну. Так, за первый месяц действия этой системы доход автопарков увеличился в 4 раза. Также эта система позволяет регулировать пассажиропоток и интервальность движения транспорта. Любой гражданин, который имеет карточку, заходит в автобус, проводит регистрацию своей поездки, и мы в автоматическом режиме, в онлайн-режиме, видим эту транзакцию. Что это позволяет нам сделать? Мы можем оперативно регулировать потоки передвижения.
Конечная цель холдинга – сделать общественный транспорт основным средством передвижения в городе, а значит обеспечить гражданам комфортные и быстрые поездки. Для этого специалисты изучают зарубежный опыт, заимствуют идеи городских пассажироперевозок из Южной Кореи, Германии, Москвы, Минска и Казани. Введение единых платежных карт – это только первый шаг в реформировании транспортной системы Алматы. Оперные певцы из Центральной Азии на сцене турецкого театра. Постановка «Кёроглы» могла стать для ее создателей настоящей Вавилонской башней, ведь участники труппы говорят на разных языках. Но, к счастью, язык музыки оказался универсальным. Поэтому итальянский дирижер, азербайджанский режиссер и центральноазиатские солисты спелись. На премьере в городе Мерсин побывал наш собственный корреспондент в Турции и прямо сейчас готов поделиться подробностями. В оперном театре турецкого города Мерсин идут последние приготовления к грандиозной премьере. Вечером здесь дают «Кёроглы» – оперу «Сын слепого», написанную азербайджанским композитором Гаджибековым по мотивам общетюркского героического эпоса. Опера «Кёроглы» была поставлена известным азербайджанским композитором Музей Гаджибейли и основателем музыкального искусства Азербайджана. Эта опера в советский период была поставлена в различных наших республиках. Первая премьера оперы состоялась еще в 1937 году, но нынешняя особенная. Над созданием спектакля работал интернациональный тюркский коллектив. Режиссер-постановщик из Азербайджана, солисты из Киргизии, Казахстана и Турции. А дирижер проекта Лоренцо Саладоната был приглашен из Италии. Кстати, для него участие в «Кёроглы» оказалось любопытным знакомством с тюркским искусством. Я думаю, что это очень интересная опера. Она очень отличается от моего репертуара, поскольку я из Италии. Дирижировал и немецкую, и французскую оперу, но с азербайджанской оперой столкнулся впервые. Я очень рад, что буду дирижировать эту великую оперу, которая является достоянием всего тюркского мира. Подготовка к спектаклю заняла 2 месяца. Солисты освоили партии на турецком языке, а хор Мерсинского театра, который впервые столкнулся с азербайджанской музыкальной культурой, прекрасно справился с необычной партитурой этой оперы. Для нас это была очень важная и волнующая постановка. Произведение общее, тема глобальная, поэтому могу сказать, что все прошло очень успешно. Мы рады, что именно нашему театру выпала такая честь. Жупар Габдуллина и Гаксай Яран исполняют в постановке заглавные партии двоих влюбленных. На сцене они переживают долгое и мучительное расставание. Работать над своими ролями им тоже приходилось на расстоянии. Жупар в родном казахстанском театре «Астана-опера», Гаксаю на репетиционной базе в Мерсине. Операны екінші рет орындап тұрмын, сондықтан да маған аса қиын болған жоқ опера. Я второй раз исполняю оперу на турецком языке, поэтому мне было не так сложно выучить партии. Я благодарна Тюрксой, такие международные постановки нужны сейчас. Для моих коллег из других стран очень важен обмен опытом, общение, сотрудничество в других странах. Азербайджанда, Казахстан, Кыргызстанда болмасын көптеген сахналарда операны сомдаймыз, сондықтан да осындай қойылымдар көп болса екен деп тілейміз. Роль зловещего Гасанхана блестяще исполнил заслуженный артист Кыргызстана, баритон Государственного театра оперы и балета Кыргызстана имени Малдыбаева Бакытбек Быкеев. По признанию самого артиста, в жизни он очень добрый человек, поэтому, чтобы войти в роль хана, ему пришлось немало над собой поработать. А вот осилить текст на турецком языке оказалось куда проще. На это у солиста ушло всего 14 дней. Работу интернациональной труппы и солистов из Центральной Азии турецкая публика оценила высоко, аншлагом и овациями.
Идея собрать на одной сцене деятелей искусства из разных стран, в том числе центральноазиатских, принадлежит Тюрксой, международной организации тюркской культуры. В ближайшее время при ее поддержке труппа отправится на гастроли по городам Турции. На этом все. Вы смотрели «Центральную Азию». До встречи в эфире на телеканале Казах ТВ.